100 лет– это далеко не конец, особенно для образовательного учреждения. Так считают выпускники Мегино-Алданской школы Тампонского района. Какие мероприятия были организованы к вековому юбилею и как изменилась школа за столько лет в материале Марии Винокуровой? 20 сентября в селе Мигино-Алдан Тампонского района состоялись торжественные мероприятия, посвященные столетнему юбилею Мигино-Алданской средней общеобразовательной школы имени народного писателя Якутии Егора Петровича Неймохова. В этот памятный день в село Мигино-Алдан из города Якутска со всех концов Тампонского района прибыли выпускники школы разных лет. В 90-х годах по инициативе тогдашнего директора школы Евсея Александровича Кривошапкина школа получила статус агропредпринимательской. Сейчас она имеет 50 гектаров сельхозугодий и соответствующую технику. Среднегодовые урожаи составляют до 60 тонн зерновых культур. На основе достижений и результатов Мигино-Алданской школы в республике создан Союз агрошкол, объединяющий 81 агрошколу. В 93 году, когда было тяжело в стране, когда рынок черный наступал, решили школу как-то материально поддержать, потому что бюджет был совсем никудышный. Мы начали и огородничеством заниматься. В разные годы в Мигино-Алданской средней школе работали ректор Северо-Восточного федерального университета Евгения Исаевна Михайлова, учитель английского языка Августина Спиридоновна Барашкова, учитель математики Галина Ивановна Прохорова. Школа славится своими выпускниками, среди которых много ученых, кандидатов экономических, технических, исторических, филологических, медицинских наук, народный писатель Якутии Егор Петрович Неймохов, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Иннокентий Макаров, мастер спорта международного класса по вольной борьбе Михаил Протопопов. Значимость данного юбилея именно заключается в том, что школа является центром социального, экономического развития Мегино-Алданского наследия. Поэтому радуется весь наслед. И, конечно, мы очень рады, очень довольны всеми мероприятиями, которые сегодня прошли, особенно парад выпускников школы. В 2006 году было построено здание новой двухэтажной школы в каменном варианте. Сегодня во главе директора школы Александра Степановича Николаева работают 30 преподавателей, из них почти половина с высшей категорией. Обучается 220 учащихся. Педагоги и учащиеся уверены, 100 лет – это только начало большого пути. Все новые достижения еще впереди. Мария Винокурова, Тёлстан Толстяков, НВК Саха, Хандыга.